Огонь по праву считается самой разрушительной стихией. Жители дома номер 11 по улице Гипсовый рудник об этом знают не понаслышке. В марте их 6-квартирный дом пострадал от огня, и жильцы остались только с тем, с чем успели выскочить на улицу. И хотя причина обращения к муниципальным властям у всех одна, юридических и житейских нюансов в ситуации каждой конкретной семьи множество. Все вопросы, волнующие погорельцев, исполняющий обязанности главы района Сергей Дегтяренко предложил решать в рабочем порядке. Для этого и провел встречу с жителями сгоревшего дома. Напомним, все семьи, обратившиеся после пожара с просьбой подыскать жилье взамен сгоревшего, были расселены в маневренный жилой фонд, главная задача которого – обеспечить временное пристанище для пострадавших. Проблемы с расселением в маневренный фонд возникли лишь у семьи Новицких. В их случае дело осложняется тем, что вместе с 3 зарегистрированными жильцами в муниципальной квартире фактически проживали и другие родственники. Между тем, предоставление жилых метров в маневренном фонде возможно только при наличии прописки. От комнаты в общежитии Новицкие отказались. Как говорит юрист, представляющий интересы этой семьи, выделенная комната мала. По закону на человека должно быть выделено не менее 6 квадратных метров. То есть для 3 это должно быть не менее 18 квадратов. Но площадь, предлагаемая для проживания, составляет только 16. Как пояснили представители Комитета по управлению имуществом, в настоящее время жилых помещений площадью 18 метров в составе маневренного фонда нет. При этом специалисты не исключают возможность, что со временем такое жилье появится, тем более, что инвентаризация фонда продолжается. Поэтому у заявителей есть 2 пути – либо согласиться на имеющее жилье сейчас, либо ждать, пока не найдется жилое помещение нужной квадратуры. В любом случае решение за заявителями. Сергей Дегтяренко пояснил и вопрос с получением материальной помощи. Согласно постановлению районной администрации, гражданам, пострадавшим в результате пожара, выделяется единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей на человека, но не более 25 тысяч рублей на семью. Заявления о выделении помощи гражданами написаны, выплаты начнутся в ближайшее время. Кроме этого, на встрече обсудили и дальнейшие перспективы решения жилищного вопроса. Специалисты администрации рассказали об имеющихся возможностях для участия в различных программах по улучшению жилищных условий. Теме весенней уборки улиц было посвящено совещание в районной администрации в последние дни апреля. Уже подписано и размещено на сайте администрации постановление об организации субботников. В срок с 25 апреля по 20 мая предприятия и учреждения должны очистить улицы от мусора. Информацию о закрепленных территориях можно уточнить на сайте. Исполняющий обязанности главы Сосногорского района Сергей Дегтяренко обратился с просьбой не откладывать уборку в долгий ящик, ведь совсем скоро состоится главный праздник страны – День Победы. Именно поэтому общерайонный субботник назначен на 4 мая. Конечно, при условии, что погода не внесет свои коррективы в план горожан. Завершилось совещание на позитивной ноте. Одна из торговых сетей предоставила скидочные купоны для тех, кто выйдет на общерайонный субботник. Получить их можно будет у работодателя. Первого мая жители нашей страны будут отмечать праздник весны и труда. В Сосногорске, как и по всей России, пройдет череда мероприятий. Так, в первый день мая в 11 часов будет дан старт шествию трудовых коллективов. Формирование колонны представителей предприятий и учреждений города начнется возле Сосногорского технологического техникума в Сосновке. Горожане проследуют по маршруту улица Пионерская, затем Ленина и пройдут до площади имени Гагарина, где ровно в полдень начнется праздничный концерт. Пройдут мероприятия и в поселках Сосногорского района. Праздничную эстафету начнет и Райоль. В 11 часов здесь стартует экологический субботник. Такие же субботники запланированы в деревнях Винла и Порожск. Ровно в полдень в поселке Вайвош начнется праздничный концерт. В поселке Нижний Одес в Доме культуры жителей ждут в 2 часа дня на выступлении Ухтинского хора ветеранов. В это же время торжественные мероприятия пройдут в поселках Керки и Малая Пера. В 16 часов жители села Устюхта соберутся в досуговом центре на игровую программу. В 17 часов в деревне Пожня самых юных жителей ждут на тематическом вечере «Мир, труд, май». Завершится День весны и труда в поселке Поляна праздничной дискотекой.
Ежегодно в России отмечается весенняя неделя добра. И в этом году в Республике Коми она прошла с 22 по 29 апреля. Волонтеры Сосногорска решили присоединиться к этому мероприятию в формате квеста «Бегущий волонтер». На самом деле мысль этого мероприятия заключается в том, что ребята пробуют себя в волонтерстве в самых различных сферах. В зооволонтерстве, социальном волонтерстве, в событийном, в медицинском. То есть мы дали возможность ребятам всех школ попробовать себя в роли, в каждом направлении волонтерской работы. Школы просто молодцы, мы не ожидали, что они так активно включатся. То, что они сделали на этой неделе, это просто заслуживает огромного уважения, восхищения, поэтому мы говорим спасибо ребятам, педагогам. Это не настоящие бегущие волонтеры, бегущие вперед к добру, к победе. Ребята проводили мастер-классы для детей, оказывали помощь библиотекам города. Волонтерам дали задание привести в порядок книжный фонд, а также подшить газеты. Одной из первых прибывших на помощь стала Сосногорская школа номер 1. Мы активные участники вообще волонтерского движения. В нашей школе существует волонтерский отряд «Мы для будущего». Мы включились в эту работу, ребята делают все с удовольствием. Сегодня наше задание – помощь библиотеке. До этого мы были в социально-реабилитационном центре для детей. Ведется сбор необходимых вещей для приюта для бездомных животных. Ну и, в принципе, работа у нас ведется весь учебный год, не только в эту неделю весеннего добра. Проявили себя волонтеры и с творческой стороны. Проводили концерты для ветеранов, где читали стихи и пели песни на военную тематику. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Волонтер Егор Левочкин из второй школы выступил перед ветеранами с произведением Валентина Катаева «Сын полка», что заставило зрителей внимательно вслушаться в каждое слово молодого человека. Сам же Егор считает, что такие встречи с ветеранами просто необходимы для того, чтобы все люди чтили память о Великой войне. Очень странное дело, что все в основном вспоминают Великую Отечественную войну. Очень редко кто вспоминает Первую мировую войну. Афганистан часто вспоминают, но все же войну гораздо больше эту. Я считаю, это так, потому что она оставила более огромный отпечаток на жизни людей, на жизни простых граждан, на жизнь детей этих людей. Помимо всего, волонтеры Сосногорска по традиции раздавали георгиевские ленточки на улицах и площадях города. Символ победы смог получить каждый желающий. Сегодня проходит акция «Георгиевская лента». Это символ победы, знак нашей победы над фашизмом. Проводим мы ее совместно с отделом молодежи и с волонтерами Победы. Но также примкнули ребята, которые проходят у нас реабилитацию, и ребята в трудной жизненной ситуации решили поучаствовать в сегодняшней акции «Георгиевской ленты». Закончилась неделя добра праздничным концертом, где бегущим волонтерам вручили официальные книжки, которые предназначены для учета волонтерской деятельности и содержат сведения о трудовом стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке. В преддверии празднования Дня Победы в общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия на тему добровольческой адресной помощи ветеранам. На вопросы отвечали руководители общественных волонтерских объединений, представители администрации и Совета ветеранов. Среди звонивших были в основном люди преклонного возраста, те, кому нужна элементарная помощь в быту. Мне 76 лет, и я живу одна. У меня вообще никого нет родственников. Вот, и поэтому я хотела бы спросить, можно мне воспользоваться помощью волонтеров? Звонили на прямую линию и те, кто хотел оказать подобную помощь. Я бы хотела, наверное, помочь почистить квартиру, помыть квартиру, а когда прикрутить еще помощь ветеранам. Свои услуги по бесплатной юридической помощи ветеранам в рамках 324-го федерального закона предложил и Республиканский совет адвокатской палаты. Сейчас общественной приемной республики решается вопрос о заключении с нами соглашения, и, соответственно, будут выделены какие-то дни в каждый месяц, это будет или каждый квартал, будет определен график, когда ветераны смогут заранее записаться на получение вот этих бесплатных консультаций и в дальнейшем, если необходимо, будет составление каких-то процессуальных документов.
Как отметила Ксения Полонникова, даже если данное соглашение не будет заключено, в Сосногорске юридическая помощь ветеранам будет оказываться круглогодично. Председатель ветеранской организации Ольга Корякина напомнила о том, что для получения материальной помощи необходимо обратиться с письменным заявлением в Совет ветеранов или позвонить по телефону 698 23. «Утомленные снегом» – это альпийская гонка, которая состоялась 29 апреля на лыжном стадионе Черемушки. В ней приняли участие спортсмены из Сосногорского района и соседней Ухты. Инициаторами и организаторами этого мероприятия является спортивная семья Трубиных совместно с отделом физической культуры и спорта. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Фишка этой гонки в том, что каждый участник должен бежать с оголенными участками тела, то есть в шортах, футболках, майках. Только детям мы разрешаем с разрешения родителей оголять части тела. Идея была взята у Владимира Леготина, который проводит такую же гонку в городе Сыктывкаре. Одной из участниц стала именитая сосногорская лыжница Людмила Удалова, победительница Кубка мира мастеров 2017 по лыжным гонкам, проходившего в швейцарском городе Клостерс. Очень отрадно отметила спортсменка, что в Сосногорске уделяют большое внимание развитию лыжного спорта не только среди детей и подростков, но и более старшего поколения. Так, например, недавно было принято решение выделить помещение для ветеранов лыжного спорта. Мы наконец-то, скажем так, пришли к единому мнению, и наконец-то эта цель, которую мы ставили перед собой, и она ставила перед собой эту задачу, выделить помещение для ветеранов лыжного спорта. То есть и мы нашли это помещение, и нас это устраивает, и мы очень рады и довольны, что это наконец-то свершилось. Помещения, в которых будет размещена лыжная секция для ветеранов, планируется подготовить уже к началу нового лыжного сезона. В них будут предусмотрены раздевалки, а также комнаты для хранения и подготовки инвентаря. Несмотря на погодные условия, спортсмены вышли на дистанцию в различных костюмах и масках, чем сделали закрытие лыжного сезона необычным и веселым. По окончанию альпийской гонки всех участников ждали поощрения в виде грамот и сладких призов, а победителей в своих возрастных категориях удостоили медалями.